Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем обзор событий уходящей недели. Итак, в среду правительство республики подписало соглашение с Минсельхозом России по поставке фуражного зерна из интервенционного фонда. Этому историческому событию предшествовала огромная работа. Переговоры главы Мордовии с первым вице-премьером Виктором Зубковым, министром сельского хозяйства страны Еленой Скрынник, встреча с Владимиром Путиным и, наконец, совещание у председателя правительства, в котором самое активное участие принял Николай Меркушкин. Преодоление последствий засухи – так называлась проблема, которая встала перед страной и республикой летом прошлого года. Весной 2010-го Мордовия в сроки и качественно провела сев. Виды на урожай были хорошими, последние годы били рекорды. Воодушевленные победами аграрии планировали новую – преодолеть рубеж в 1,5 миллиона тонн зерна. Но уже в мае-июне появились первые тревожные вести с полей. Если в ближайшее время не пройдут сильные дожди, то осенью убирать с полей будет просто нечего. Аграрии Дубенского района терпят многомиллионные убытки из-за капризов погоды. Такой адской засухи, которая обрушилась летом 2010-го, Мордовия не припомнит за всю историю метеонаблюдений. Это около 150 лет. Кто-то из журналистов тогда заметил, с высокого холма пшеничное поле кажется большим и красивым, но если опуститься на колени, без слез не взглянешь. 1 июля в республике объявили чрезвычайное положение. Раньше сроков аграрии приступили к уборке зерна. Впервые за все эти годы подчистую убрали солому. Осенью стало ясно. Мы потеряли 70% урожая, смогли запасти очень мало кормов. Но, как говорят в народе, беда мучит, беда и учит. От таких поражений по-настоящему упорные и трудолюбивые люди только крепчают, становятся мудрее. Какие уроки аграрии извлекли из пройденного и в чем сейчас нуждаются? Эти и другие вопросы я задала министру сельского хозяйства и продовольствия республики. Владимир Николаевич, прошло уже полгода с того незабываемого лета. Зима, конечно, припорошила неприятные воспоминания, но весна ведь опять все обнажает. Даже мне, городскому жителю, как-то не по себе перед неизведанным. А вдруг опять адская жара? Подстраховались на этот счет? Гром не грянет, мужик не перекрестится. Засуха этого года она и подтолкнула к определенным выводам. И очень многие сегодня, и мы настраиваем вообще всех аграриев для того, чтобы сделать минимум полуторный запас, потому что все почищено. Вообще двухгодовой запас в кормах. Почти в 2 раза мы увеличиваем посевы сахарной кукурузы, кормовых культур. На 10% мы отсеяли озимых больше, чем в 2009 году сеяли. Яровых у нас будет побольше, где-то 1012 побольше отсеем. Мы думаем, что вот весенние полевые работы мы все-таки проведем на должном уровне. Но с какими результатами аграрии дошли к выполнению новых задач, как перезимовали? 2010 год мы закончили без потерь и в поголовье скота, крупнорогатого скота, и свиней, и по птице, и по производству молока и мяса. Но я сейчас не буду говорить, потому что прошло уже 2 месяца 2011 года. Если смотреть на цифры, то на 21% мы увеличили производство мяса в общественном секторе, на 4% молока, на 36% яйца за 2 месяца прирост. И вот те темпы, которые мы взяли, они требуют очень больших затрат, затрат в том числе и в кормах. Сейчас самые сложные месяцы для зимовки скота – это март-апрель и середина мая. Поэтому самой острой нехваткой сейчас являются это концентраты, фуражное зерно. Скажите, а вот не на такой ли черный день в государственных закромах заложен интервенционный фонд? Как я понимаю, это золотой резерв зерна на случай его дефицита. Да, конечно, потому что, ну, во-первых, зерно интервенционного фонда, оно всегда, это плавающий фонд, оно и пополняется, оно и в экстренных случаях открывается по прямым поставкам. Последний раз на биржевых торгах все это происходило, и мы начали активно участвовать на этих биржевых торгах, на Нижегородской площадке торговой биржи. Но торги показали, что это очень дорогое удовольствие, и от 6-тысячной цены за 1 тонну цена доходила почти до 8 тысяч за тонну на торгах. И как бы сбивание цены, для чего вообще торги проводились, не получилось. И по инициативе Николая Ивановича Меркушкина, главы нашей республики, он вышел с предложением председателю правительства Владимиру Путину
Чуть позже мы еще вернемся в кабинет министра, а пока повторим. До встречи с Путиным были и другие переговоры главы Мордовии в Москве, ведь на кону стояло будущее мордовского села. Успешная реализация нацпроекта и аграрной программы, по которым только за последние годы мы построили 114 огромных животноводческих комплексов, похоронить все это заживо просто не имели права. Потому вопрос разрешения проблемы с кормами стал вопросом жизненно важным. Итак, осень 2010-го. Губернаторы пострадавших от засухи регионов еженедельно выходят на видеосвязь с заместителем председателя правительства Виктором Зубковым. Один из самых активных участников – глава республики Николай Меркушкин. В результате уже первых переговоров Мордовия получает мощную федеральную поддержку в виде 1 миллиарда 900 миллионов рублей прямых субвенций, а также так необходимую тогда аграриям пролонгацию кредитов. Иными словами, был продлен срок займов путем выдачи новой суды взамен старой. За счет федеральных и республиканских средств закупили корма за пределами региона. Итог уникален. После страшнейшей засухи республика не сбросила, а увеличила поголовье скота и птицы. Но дается это очень непросто, сказал Николай Меркушкин Владимиру Путину на февральской встрече. Эта встреча стала поворотным рычагом в решении острой проблемы с кормами. Первые же зерновые торги на бирже взвинтили цены до заоблачных высот. Покупать зерно по 8-9 рублей за килограмм мордовским животноводам было не по силам. Такие цены на зерно грозили не только банкротством сельхозпредприятий, но и резким скачком цен на рынке продовольствия. На встрече в Новоогарево глава Мордовии заявил, механизмы продажи фуражного зерна нужно кардинально изменить. Биться за это зерно на рынке, кто-то считает, что это надо так делать, потому что это рыночный механизм, и что мы к этому должны привыкать и идти по этому пути. Да, я согласен, но ситуация сейчас, она разная. В одних регионах засуха страшная, а в других регионах огромный избыток зерна. Николай Меркушкин предложил подойти к решению вопроса дифференцированно и тем пострадавшим от засухи регионам, в которых плотность скота на единицу сельхозугодий очень высока, дать возможность прямых закупок фуражного зерна из интервенционного фонда. Конечно, вопрос возникает, почему одни условия, другим другие. Но в этом случае тогда нужно, если сохранять эту систему, тогда нужно делать абсолютно прозрачным механизмы отбора претендентов. И нужен абсолютный контроль за тем, куда и кому поступает этот Я согласен, абсолютно каждая тонна должна быть ясна, и потом на выходе продукции соответствующей ценой. Продукции ладно, и цена регулируется все-таки рынком конечной продукции, а потребитель должен быть понятен, чтобы от конечного потребителя никуда не уходило. Путин отнесся к предложению очень внимательно, дал поручение аппарату российского правительства, по которым подробные консультации с главой Мордовии оперативно провели первый вице-премьер Виктор Зубков и министр сельского хозяйства страны Елена Скрынник. Правительство страны после анализа ситуации выработало подход к решению проблемы. Виктор Зубков озвучил его на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым. В этот же день в Москве состоялось совещание под руководством Владимира Путина, в котором очень активное участие принял глава Мордовии Николай Меркушкин. По итогам совещания правительство России приняло решение. Фуражное зерно интервенционного фонда будет продаваться остро нуждающимся в нем регионам по цене его закупки, то есть практически вдвое дешевле его нынешней рыночной цены. Это решение важно для каждого жителя нашей республики. Оно не только спасет животноводство от разорения, но и, что тоже очень важно, будет способствовать удержанию роста цен на рынке продовольствия. Президент, одобряя планы правительства накануне совещания у Путина, подчеркнул, что такое решение проблемы возможно при высокой ответственности руководства регионов. Цитата: «Получается, им передается часть правительственной компетенции». Сейчас с регионами заключается соглашение, и в первую очередь с теми, где интенсивно развивается животноводство. А в Мордовии, напомню, плотность скота на единицу сельхозугодий одна из самых высоких в стране. Заключено соглашение между правительством Республики Мордовия и Минсельхозом Российской Федерации о поставке интервенционного зерна, где сказано ответственность региона за целевое использование зерна, доведение до всех потребителей, повышение продукции, цен на продукцию сельского хозяйства, в том числе и на прилавке, чтобы сохранить те темпы, которые в республике были.
Еще раз давайте уточним, по какой цене пойдет зерно и, главное, когда начнутся первые поставки. Это цены закупочные, по которым закупалось зерно в интервенционный фонд, и там 10% НДС. Поэтому это порядка 5000 будет за тонну зерно на франкоэлеваторе, плюс транспортные затраты. И вот в первой декаде обещают организовать поставку фуражного зерна. Еще один наболевший вопрос сельчан. Дизельное топливо в феврале подорожало. Сплошное разорительство. Разбиралась ФАС. Какое-то решение принято на этот счет? Цены на горюче-смазочный материал для сельхозтоваропроизводителей сохранятся на уровне на 1 ноября. Цены на 1 ноября прошлого года за минус 10% скидки. 2010 года цена была 18 рублей 40 копеек за килограмм. Если еще минус 10%, это где-то рубль 80. Вот это очень хорошая цена по сегодняшнему рынку. А какая погода устроила бы аграриев? Май холодный, год хлеборобный. Влаги нам надо очень много. Будем надеяться, небесная инстанция услышит все пожелания, и погода посодействует труду сельчан. Спасибо за интервью и хороших вам вестей. Спасибо, всего доброго. Добавлю, что Мордовия уже отправила в Минсельхоз России список нуждающихся в фуражном зерне, в который вошли около 300 сельхозпредприятий, начиная от флагманов АПК и завершая личными подсобными хозяйствами. Слово их руководителям. Мы, как могли, Николая Ивановича поддерживали, кто морально, кто где-то как-то выступал, потому что эта линия, вот, на мой взгляд, она единственная правильная в настоящий момент. И чем быстрее нам это зерно начнут сейчас отдавать, чем быстрее рынок успокоимся мы и будем готовиться уже к посевной. Готовы сдерживать цены. Тот год уже прошел, нечего вспоминать, да, надо идти, видеть, что ты будешь в будущем, улучшить свою работу, производительность свою улучшить. И будем ждать хорошей погоды. Итак, это были хорошие вести для аграриев республики, а сейчас о том, чему на этой неделе радовался наш коллектив. Ведущий новостей